Здравствуйте, вас приветствует информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов, и вот что будет в нашем выпуске. Весенняя уборка продолжается. Рамзан Кадыров принял участие в массовом субботнике. 50 лет народному артисту. С днем рождения и с юбилеем творческой деятельности Ильяса Айбиева поздравил глава Чечни. Новые задачи с новым руководством. Султан Бухарович, мы прекрасно знаем, что он один из занимает лидирующих позиций. Брат-Маш доверяет этой кандидатуре, и поэтому эту персону мы предложили. Территориальное управление железной дороги по Грозненскому району возглавил Султан Тумхаджиев. Грозный готовится принять чемпионат и первенство страны по кикбоксингу. На зависть многим регионам отношение главы республики к этому виду спорта просто зашкаливает. Чеченские спортсмены начали подготовку к соревнованиям. Весенний субботник продолжается. Тысячи добровольцев в городах и селах республики очищают улицы, проводят обрезку деревьев и вырубку сухостоя. К участникам экологической акции присоединился и глава Чечни. Рамзан Кадыров вместе с сотрудниками и руководителями организаций, ведомств и учреждений занимались очисткой территории от диких кустарников и деревьев. В стороне не осталась и наша съемочная группа. Топор и бензопила – главное оружие против диких кустарников и деревьев, а их тут немерено. Такого наплыва рабочих улица Абузара и Дамирова не видела давно. Глаза боятся, руки делают, что сделают, и рукой. Сегодня они решили оставить офисы и провести время на свежем воздухе, а заодно заняться общественно полезным трудом. На субботник пришли вне зависимости от занимаемой должности. Команда Кадыров универсальный салты, бабеза офиса, бабеза аренс, белхшбир, бабеза кида хаэллэг бачас белхшдер талиерду, сундер вэй ца сет дистали хумдац, хар белхи вэй оман хайхамбин. بچه‌ها اسمول خیلی بین شاید بلخی شما خر ازش که عربو ایت ازش که نخبو در مولا هر بلخی چق بول شده و بچه‌ها من باخر اوگر خزیت انی غال خیلی خوی نه هو انورا کمینه چاکیش که و چولا بعد ولی دو عرب های سبوت نکیش دونه ویش ملیو چوغرم دایاخ دونه دیل دادم و هر وقت دو درس و ار مروش دونه دكتور ديت مصدلوان يسدل سيورتا حلقين وجوكو يا بلخي صا خلويلش بلخي دات بودا كنت سمو دولش ديش بو مسونا ويقيقم بن باتشا قيقم بن شولات بريش اراب ولا سمو دول كويس حاليا وطن بندر شو وقيق بيش ييبو ير سويور تكون صدع ردوقر. Руководители и сотрудники различных организаций, ведомств и даже правоохранительные органы все дружно взялись сегодня за чистоту и порядок. Перерывами танцуют лезгинку, а подкрепить свои силы можно у костра, где почти все готово для обеда. К участникам экологической акции присоединился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Медлить не стал и сразу взялся за бензопилу. Работы хватает на всех. За считанные часы это место приобретает новый вид. Каждый день тысячи добровольцев в городах и селах республики очищают улицы, проводят обрезку деревьев и вырубку сухостоя. Большую весеннюю уборку не оставили без внимания и недоброжелателей, называющие происходящее субботником по принуждению. سبوتني принудительно аряк надо. Субботник домой. Масяк шуалха. 550 тысяч так арабов не только Чеченской республики, за пределы Ингушетии, Дагестана, Осетии, Нальчики, Москва, Бакаба, Юхтон, Мешти, какой-то среда. Это организация слабая, мы вчера аряк надо идти, строительный мусор аряк. Дасту не улш, здесь что бейбухуш. Я хочу метки там бей лоуз аду. Просто мета бейш набу. Я кахар бок ам عدات بتشوخها شباها بيرشاد تابيش انبيش انبيش عش سير شيء بير لوز متكش عندي اشتوك شايك عربي دون زي وقو بلح ويج وو تسك بنسي انير شايك دونك دون انا خزغيش وشايك
تو صرت قدام هذا لا وجه وقوزمي أنا وأنا عشان بقول ديس قدام هذا لا وجه لا صار تو نوش مكة أنا هم شابرين الزينبو تقعد سون إلى ذاك السوين بود بس بندرس كذا دون سو فيتشي دون سو فيا بيروت هذا كذا دون سين لوش سو بوت نيجي ورات سين لوش سام ده على ده ساعة وشات بني ما تيجي شيخ أم وقت بيفوش أربعة ها هاك شو دون بندرس إن أربعة نبوا فوش يبغى نوتج زودا يهم يوتشون حياة كأنش دون تبريد الأرض حمول قبل سنة شيش مدام نعم إيش بوخي ربع بل أربعة كل جرد أسديل دعب ده لا كيش طالع تكير ريون صبوتني صبوتني صوروا شو سووا صبوتني على الأسفل بل عواقب حنج قال تحاسون دون تحلو كودي الباء أصلا صبوتني صح بل عواقب ربو إذا كودي دون هم يوتشون يسون لا ضيري بس بعمل شيء دون ديل دعاتو تخليه زي ده أنا أربعة إيش بين أبيتنا يو بيت عبر إيش لزين شو الكل لا شو يحكي أكثر بوليشوش إيش عدابة البيت عبا ودوغو غار زكاة غار يختارهم شيء جازيش ساستو دول جازيان ولا داستان يختار جازيان داستان نخش شو سبوت نقول نخش كده زل باسيس نخش شو هني عندنا كل أصدابوخ سو تك بورشات صغير زل باسيس شو كده بورشات صغير تعالوا شو تك بورشات صغير سو نبوس البات صغير سو هم ما يوتو صغير شيء زل بات أختص دوتشي قالوا حووش تعال شيء بردور أكا بيشغل متكشلون نه لير فلدان بات بيبو حلبور تين هيلن تين موسودان برشات كا موسلاين تين يو هينو كيرت تين هيلن يو ميل خزخول ميل سموني خلا прям дави жай ощущение как мосунет ало. Слухи о субботниках не единственное, чем грешат обитатели сети. Зачастую даже самое незначительное событие раздувается до уровня трагедии. При этом любое общественное опасное деяние остается без внимания. Там нисла. Адам ديش انت شايفنا شو عدون تقويش ارتبو سان توبتو علين الا ويت سوبر دي دون وجعلين توبتو وحبشو باخن شايفنا شو دون اي تقويش تبعطه تحمو ما يسير جعلين توبتو اخا دون از بوسو متام конечно совершает преступление дон просто человек совершает преступление дон ولوخ شو قوي انا преступление كراوي نكزات له قوي دون هو الدنيا بالإنترنت شو يعزو ده كده وجعل دينا ويتبرع سنقول لي ده شيء ده رجبين عشان ده صار شوي بريوت إنه مش دوت كان يعني سامع صوت ده شيء كوبر دوه نستي دوه ده وصل أوي بيرد يا شلون بوش عم جالس شوي تهيدي نيتشوش يوشوا شو ده أنا سأقول دي هذا ده إنسان هم جالس كده يوش شيء اسمه هلا ده إنسان رسمه هذا صار يشاي يوش كوني عندي بحر مو خبر في الأخير ده نو إشتو يوم عيات هم مش عارف قطعتني Ты где находишься, да? Покажи свое лицо. Назови имя своего отца. Эльч. Все. Тун дейц эят, тун нейнц эят, тун дей муахбат, тун муахбат амдатся. И хума йод жухира. Тун дей исенделом до дан. Хылк мин муах. Исенделом швой табина. Вой дан. Далучки пар мосу аа дан. Дик белт багаж то да мала вой суботниш. خلات على هذا يوخ يلي وين جيزك على ده دول اللي مش سمعت شرخ نتركن غالر مش موقت بيبوي موقت أنا بين شو ده إن لاكتور بوي دان قي تابير بو مش أسلوبي جو هنتي ويل أسلوبي شايف تيات وول ده ملا ده كيف شو ده يعني نقطة شو ده البوط ده خدنا ده خدمة خليج أصلا كل بيرجع شوي ده البوط ده صوبت يعني ويش واعش ده ناخي هان كده أرجع شكل أحسش لعينه يوشري أحسش دوشته هلا هو أصلا ده هلا كوي دشوا من عدان أرجع شكل أحسن سلعين يوخ نخ على بعشق نار أحسن في هيت خبر عن كده تودان يحيوش يحيوش تعدين دوش هم هيت خبر دان. За 3 недели в добровольном труде успели принять участие более 140 тысяч жителей Чечни. Мусора вывезено около 100 тысяч кубических метров. Белхи, так называют у войнахов народный субботник, дополняет мясной бульон, приготовленный здесь же, на природе. Объем уже проделанной работы впечатляет. Очищено более 26 тысяч квадратных метров территории, посажено свыше 8 тысяч саженцев. Мусора вывезено около 100 тысяч кубических метров. Масштабный весенний субботник, стартовавший в начале месяца, продлится до 31 марта. Алхазур Керимов, Магомед Мударов, Дани Хавкаров, Зелим Закаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.
Сегодня народному артисту Ильясу Айбиеву исполнилось 50 лет. Ровно 30 из них он посвятил творческой деятельности. На счету у него более 100 песен, в основном поет о любви к родине. Поздравить юбиляра приехал Рамзан Кадыров, друзья, коллеги и почитатели его творчества. На концерте побывала Изура Саламова. Нет обыденной закулисной суеты. Юбиляр скромно принимает поздравления, но за этой человеческой простотой скрывается огромный труд. Путь, по которому Ильяс Айбиев взбирался на Олимп народного признания. Главная мечта Хилла Эл-Хитсун Багдегдич. Он Эл-Час Нақвастисун, Угурдук Бишпо Нақвастисун, Улясуис, да, именно Вежрисан Лахитин Суицхилбу. Угурсуна, Дагана, Уллира, Гергара Хитчбега, Даймохкбу, Иллешка, Иллешк Ладуахчун Хурду. دايما خاصة شتول إليش ناقوستي نانا إدوات إيهم شتو يسون شو جرجر دوكس конечно безом юккар безом хагба безом. Творческая деятельность Ильяса Айбиева началась в 1987 году в фольклорном ансамбле «Илли». Через несколько лет он начинает сольную карьеру. Уже тогда в его репертуаре звучали несколько десятков песен, ставшие хитами. Именно с этой песни 30 лет назад Ильяс Айбиев впервые вышел на большую сцену. Слова неизвестного автора полюбились тысячам поклонников, и до сих пор ни один концерт артиста не обходится без исполнения именно этой композиции. Поздравить юбиляра пришли друзья, поклонники и коллеги по цеху. Со сцены звучали самые искренние пожелания. В числе почетных гостей вечера и глава республики Рамзан Кадыров лично выразил Ильясу Айбиеву благодарность за вклад в развитие культуры. وام بول حلقة جو باك نغاس جو بينا ساعات أول يشات دون اللي باندرم تعني حياة حياة وجعدات دون تيجي بوم نشان حال تعاتدوش عاشي يعني حال تعمل حاجة دينا تقول عيش كيم نشلش اللي أصحابه دتش باندر باش تخدال سمو هدك غير بالات وام دون اللي الشيء دون عباك كان سن دون خزقة دون هو دون دتش باندر لوش دون تخز عيطه يو دون فحن شو ده كان عاش تقدون يحن شادلوش نادونا لوزر دينا تيجا عاش إلي أصحابي أن تيجا ديش باندر لكشي يو دون أتمنى تولن بحكي زين خيس دونا تعيش تمص غيان دونا إلي أصحاب ما تقدرنا لا نشوف أسمعنا ده ريستو ديك أنتو لك هون عاش بديش دون شو إيش ده إيه شو لازم هو دون أدال ده الويل يس دون شو إيش دون شو زين وقت ينحسون إيش أو يوقعن خيتري دون شو كاتش دونه جين دوتش إيش دون لا دون أس دون دالو أول دون هو جان حاجة خات نيرس دون وش زي مسير يوتش يهار دون حلقة يودرتي إيش دون هو جان ما تعيش دون دالو أول شو كاتش إيش يا كيود قول كاتش إيش يا كيود دون أكاس عوق بالغلو دون ولا نقول لي كاتش دون سير يوتش زي دون تقول دون هنتي تان إتشرا ونا وشويه روا قوس إتشرا شيء تكان روا داستان ده دكوا وين دان ده بوكس نات إس أتوخرت وين دان. Указ главы Чеченской Республики за заслуги в развитии музыкального искусства и культуры Чеченской Республики, творческую деятельность, получив широкую известность, присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики» Айбиеву Ильясу Салтановичу, артисту-вокалисту Государственного бюджетного учреждения филармонии имени Аднана Шахбулатова. Также по инициативе главы Чеченской Республики за счет средств из регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова вручаются ключи от автомобиля Mercedes-Benz. За 30 лет творчества Ильяс Айбиев стал одним из самых востребованных чеченских исполнителей. В 2003 году он становится народным артистом республики. Свое признание выразил и министр культуры. داقشي قولري الليتسا داقشي وزن قليت داقشي أورشتول إلياس إيشرشتا تقويش ولا وين مثلا إلياس شوطلي إيشو قاشي قول دلدو إلياس حدال ديق الويل حدال دقوا ويل حدال مقشلي الويل خا إيشرش إلياس كلدوش بالشير يو دقوا حا إلياس سول دولش كرل دولش حدال دقوا ويل هو تروح هرزل من الدق يوخل شيء حا إلياس إيشرش خسخيتش برش
Дашук Ажар, Горцы и Нана. В программе только самые известные произведения Ильяса Ибиева. Каждое выступление артиста – взрыв эмоций. Особую реакцию вызвало исполнение известной песни, посвященной всем матерям. ويلا يويت نين مرزوي وقايت يشوي دوزل دوت وتصبص هم شلات سمبوش فالر اللي مثلا بيشبو ويشبو. Более 100 песен о родине и любви к народу. Все эти годы он воспевает чеченские традиции и обычаи предков. И сегодняшняя награда стала достойным признанием его творчества. Зура Саламова, Расул Арцухаев, Джамлаил Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы правительства республики. Новости. Уже поздно ночью глава республики направился в кадетский корпус села Центрой, чтобы поздравить с днем рождения его начальника Ильяса Идилова. Боец впервые вступил на службу в 17-летнем возрасте. С тех пор Ильяс прошел путь от рядового сотрудника до руководителя корпуса. Сегодня Ильясу, уже капитану полиции, исполнилось 28 лет. Рамзан Кадыров отметил заслуги Идилова и пожелал успехов в службе. Зато да, шабеши окей, окей, нормально да. Спецподразделение, блядь, командир, даже полковник, генерал, скажем, окей, то чак, буду знать. Когда дикхедут, да, да, алвел, да, духла, алвел. Маса, давай, да, алвел, Ильяс. Алвел. Ильяс диканду, الله بقدر شلونه، ديك كماندير خلاص عاش ديكانdu. وكيرتشا ونا وسؤال أربعة عن أشياء دلتو على جلان دينا بوسا دام بلط يعوش قاحلوش أدين زلوتش كماندير هو اللي زاد دخول أول ده مقش إس أتو بوش دام أومن مخكن حيدين نان دوزر مسنا دانا تومس دخول بيش لا تويل خلاص تك ديك نعجيت بيش تك ونعجيت بيش تك شام ورخ بيش ده إيمان دان دان هر دان سام لوتش دان نتيجة كذا يا ملا يتدو غادو موسو دان سبورت ميل دلمات لكتش ويشو موسو دان ماج دو كيرتا موسو لامز موسو من أسلوبيو دان أوجدك أول ده دان لا رئيس ده دان. Султан Тумхаджиев возглавил территориальное управление железной дороги по Грозненскому району. Его представил премьер-министр республики Абубакар Эдельгериев. Как отметил начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пистолов, новый руководитель хорошо знаком со спецификой работы. Султан Тумхаджиев прошел путь от помощника машиниста до начальника эксплуатационного локомотивного депо Гудермеса. Под его руководством предприятие неоднократно занимало призовые места в отраслевых соревнованиях РЖД. Абубакар Эдельгериев пожелал успехов и поздравил Тумхаджиева с новой должностью, а также поблагодарил предыдущего заместителя начальника железной дороги по территориальному управлению Хамзата Гамбулатова. То, что он идет на пенсию, это не значит, что он уйдет никуда. Он для нас всегда уважаемый человек, и свое место в любом случае он найдет. И мы, конечно, не оставим в стороне. Поэтому ему большое спасибо от лица правительства, республики в целом. Что касается Султана Бухаровича, мы прекрасно знаем, что он один из занимает лидирующих позиций. Рамзан Кадыров доверяет этой кандидатуре, и поэтому эту персону мы предложили. Поэтому вам спасибо, что утвердили ее. На новом должности мы будем только добиваться больших успехов, не подводить ни руководство компании «Дороги». Сегодня еще раз мы поняли, что вы признали членом команды Кадырова, а команда Кадырова, как наш первый президент Лазут Облдойцев Ахмад Хаджи Кадыров сказал, у нас только один путь – строить, созидать и добиваться больших успехов. Также в ходе встречи обсудили работу, проделанную в регионе за последний год. Отметили, что местный вагонный парк был одним из самых изношенных в стране. На сегодняшний день он полностью обновлен, все вагоны оборудованы кондиционерами. Затронули и тему строительства Гудермесского ЖД вокзала и полной реконструкции вокзала в Грозном. Она начнется уже в ближайшее время. Мы выполнили те задачи, которые вы нам обозначали ровно год назад. Был обновлен полностью вагонный парк. И сегодня срок службы сократился в 2 раза. То есть у нас был один из самых старых
по годам службы в вагонных парках. Сегодня 13-14 лет, все вагоны оборудованы кондиционерами. У меня состоялся разговор с руководителем РДЖВ Виталецким Виталиевичем. Он также в апреле планирует прибыть в Чеченскую Республику и обсудить вопросы уже завершения строительства Гудермес вокзала и продолжения работ по вокзалу Грозный. 15 остро нуждающихся семей сегодня стали обладателями новых квартир. В основном это семьи, в которых по одному или несколько инвалидов. До сих пор некоторые из них проживали в общежитиях, полуразрушенных домах и даже в вагонах. А средств на приобретение жилья не хватало. Проблему решил фонд имени Кадырова. Ключи от новых квартир, а женщинам еще букеты цветов вручил мэр столицы Муслим Кучиев. شيء وليد سمع قوسي قوين وليد وش تسع خلوا شناه وشو إيش حاجة بيدلن براقي لازم ما نسوي ما نسيين فون شوتر يتسا وريت كورتي لتاش نالوش ده ديكنز بيقان بول ويبتشانا ونحنا ما نسيين ده ساعة لويتسا تانا خير جرجرس وشو ريش دي دور شتان وين حبوش als patjaneer aangelegd en daar is het ook moest gelukt. Schets en nachtje gewoon daar gelukt. Horen nachtje schon, schets zeker is gelukt. Is het zo habach deel in de gedems. Gas deel reizen op net wordt. Все подаренные квартиры расположены в Грозном. В жилищах произведен полный ремонт и расставлена необходимая мебель. Хозяева смогут вступить за порог новых домов уже сегодня. Благодарные жители не могли сдержать слез и признаются, что это для них самый главный подарок в жизни. 100% разрушенности. Дала цуну догдил уже ашер федеральный яцер суха ар квартирш. Вы лерми почхо. فوند بچه فوندیری ایمانیز چنانس اشتدی سوش دی خاسونها دال قبل ساعد دویل شویسخم ولش دالش دال شی دعوری والله عريس خيلك تندكر باقص دال يوسمني حاش بيلقش يقينا امتيول ميال خليلم ميال بالحيقة قنا فيجن دي سميش دنيا تقاش دواش يوسط وسيلة قيد دال سايول يوشيلشين أيماني رمضاني دال حقر يلا يلدق ديك لا دوغن بحكا بحكن حوس حاسن إدال ديل ريزي خليل إدي أيماني رمضاني ديل ريز خليل دا ساغا يولقتير. В Гудермесе из-за взрыва бытового газа погиб 4-летний ребенок, еще один получил сильные ожоги. Власти на эту новость отреагировали незамедлительно. Девочку доставили в больницу в Нижнем Новгороде спецбортом МЧС. Сильно пострадал и дом, где проживала семья из 7 человек. Продолжит Залина Атаева. Взрывная волна оказалась настолько сильной, что крыша этого дома деформировалась. На улице свежие раскопки. Это сотрудники газовой службы выясняли обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причина случившегося – утечка бытового газа. На улице проходит линия, которая по невыясненным причинам пропускала газ. Топливо накапливалось под домом Малахаевых. Не успела маленькая Марьям включить в комнате свет, как здесь прогремел взрыв, и девочек волной откинуло назад. Сейчас в этом доме ничего не напоминает о тихой семейной жизни. На момент взрыва в комнате были только 2 девочки. Мама была на кухне, а младший сын спал у люльки в соседней комнате, с которым она и выбежала на улицу. От полученных термических ожогов скончалась 4-летняя Марьям, а ее 7-летняя сестра Азиза госпитализирована. Состояние пациентки врачи оценивают как критическое. Площадь ожога 70%. Ожоги классифицируются как 2-я, 3-я АБ степень. Есть мозаичная 4-я степень, то есть самый глубокий ожог. На данный момент состояние тяжелое у ребенка. Ребенок на инотропной поддержке, то есть это 2 препарата, которые стимулируют деятельность сердца. Узнав о трагедии, Рамзан Кадыров, как обычно, отреагировал незамедлительно. Уже сегодня в Грозный прилетел спецборт МЧС России и совершил эвакуацию девочки, пострадавшей в результате пожара в Гудермесе, и еще одного тяжело больного ребенка. Во время перелета пострадавших и их родственников сопровождают специалисты. Высококвалифицированную помощь им окажут в Нижнем Новгороде. Пациенты проходили лечение в отделении анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии Республиканской детской клинической больницы.
где получали соответствующее лечение. Пациенты переводятся в ожоговый центр Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, город Нижний Новгород, для оказания дальнейшей специализированной медицинской помощи. По факту взрыва по улице Хататаева соответствующие службы проводят проверку и расследование. В компании «Газпром Межрегион Грозный» утверждают, что подключение газовой линии было незаконным. Было самовольное подключение к газораспределительным сетям, минуя счетчик с шланговым соединением, подведен был газ к газовому котлу, в результате которого произошла утечка и возгорание домовладения. Специалисты призывают жителей Чечни быть бдительными и не рисковать собственными жизнями, совершая незаконные действия. Следственным комитетом по окончанию проверки будет принято процессуальное решение по этому делу. Залина Атаева, Халид Мовсаев, Муслим Типаев и Ислам Расуев. Новости. В республике начали работу по биркованию и вакцинации крупного рогатого скота. Эту тему глава региона поднимал вчера на расширенном совещании в правительстве. Местная продукция, а именно мясо, пользуется высоким спросом в регионах России. Есть даже предварительные договоренности о его поставках за границу. В связи с чем Рамзан Кадыров потребовал отнестись к этому вопросу максимально ответственно. Слово Элине Дадаевой. Нанесение ушных металлических бирок в крестьянско-фермерском хозяйстве идет с самого утра. Одновременно идет вакцинация от нодулярного дерматита. Такие меры необходимы для защиты и профилактики скота от опасных заболеваний. За несколько часов ветеринары пронумеровали и привили порядка 200 голов. Выполнение плана правительственных мероприятий на первый квартал по сибирской язве, по МКАРу, бруцеллез для исследования, туберкулезации ешью. Так, против сибирской язвы на 100% план хорошо первого квартала. Там лишь при наличии поголовья 16 тысяч голов, где-то около 14 тысяч сибирская язва против крупного рогатого скота. Мелкого рогатого скота при наличии поголовья 12 тысяч голов, 6700 вакцинации и на оде. По словам ветеринаров, в период проведения плановой вакцинации скота не работают в авральном режиме. Если привитие животных фермерских хозяйств проходит без особых проблем, то с частными подворьями ветслужба часто сталкивается с недопониманием хозяев. Как делится заместитель главного ветеринара района, каждый раз их сотрудникам приходится тратить время на то, чтобы объяснить, зачем это делается. И биркование обязательно строгий учет халешу, перепись, сельскохозяйственная перепись ёж. И бирка на штатует, цена дюало, я штатует, меткаш несло. Металлическая бирка служит своего рода медицинской картой животного. На ней указываются рост, вес скота, кто его хозяин и какие вакцины ему прививались. Более того, такой способ отметки значительно облегчает ведение индивидуального учета скота. Пойдерна табайчи байн арбачи лоха аттагар иштаячу харбиш индивидуальный учет крупного рогатого скота. Вопросу развития сельскохозяйственного сектора уделяется пристальное внимание на уровне руководства республики. На прошедшем накануне расширенном совещании глава Чечни говорил о том, что без точных показателей происходит сбой во многих сферах, в том числе невозможно сформировать бюджет республики и рассчитывать на сельхозсубсидии от государства. Поэтому необходимо усилить работу в этом направлении, подытожил Рамзан Кадыров. Именно пожитноводство угидик показатель района оно хаус. И хаусы дона, сертификация дона. Проверяет, насколько дона занимались когда. Прежде чем попасть на прилавки, тщательная проверка, поэтому исключается любая вероятность продажи мяса больного животного. Более того, мясо чеченских фермеров признано экологически чистым продуктом, и оно пользуется большим спросом как в республике, так и за ее пределами. За последние годы чеченская сельхозпродукция заняла свою нишу на внешнем рынке. Теперь речь идет о том, чтобы расширять рынок сбыта. Так, например, есть предварительные договоренности о выходе даже на международный рынок, в частности, о поставках мяса в Саудовскую Аравию. Поэтому вакцинация и биркование крупного и мелкого рогатого скота очень важны. Рамзан Ахмадович Кадыров как раз-таки поручил в срочной порядке выполнить учет животных, биркование. И, естественно, нам даны сроки, и мы, естественно, справимся и сделаем биркование вовремя.
В каждом районе работают ветеринарные клиники. При возникновении каких-либо проблем владелец подсобного хозяйства может смело обратиться за необходимой помощью. Что же касается вакцинации и биркования, то эти процедуры проводятся ветслужбами бесплатно. Каждому фермеру необходимо помнить, что все эти меры помогут своевременно защитить животных от любых заболеваний. Элина Дадаева, Хаважи Мунаев, Зелимхан Закаев. Новости. В Шелковском районе начали борьбу с эрозией почвы. Началась масштабная экологическая акция по посадке саженцев. Такую инициативу проявил Общероссийский народный фронт Минприроды Чеченской Республики. В акции примут участие представители различных ведомств и общественных организаций республики. О том, как надо правильно посадить дерево, здесь знает практически каждый. Участок для посадки саженцев был выбран не случайно. Он подвержен эрозии. Чтобы решить эту проблему, здесь и собралось столько людей. Цель акции – это привлечь внимание к проблемам эрозии почв. В основном у нас эрозия почв на территории Чеченской Республики развита, распространена на территории 3 районов. Это Натеречный, Наурский, Шелковской район. Сейчас эту акцию проводим в Шелковском районе. Земля должна быть плодородной. И посадка зеленых насаждений, конечно же, эту проблему, ветровую эрозию, можно частично решить. На этом участке площадью 0,32 гектара теперь будут расти деревья. Помогал и министр природных ресурсов. Сегодня у нас 21 марта Международный день леса. И на территории Российской Федерации проходит всероссийская акция «Посади лес». Сегодня на территории Шелковского района совместно с районной администрацией был определен участок протяженностью 850 метров, на котором была осуществлена посадка более 600 единиц саженцев разных пород. Посадка леса в такую ветреную погоду – дело не самое легкое. Однако это не смутило волонтеров разных общественных организаций. Участие в работе приняли около 200 человек. Здесь шутят, что это не только физический труд, ведь высадили 600 саженцев, но и отдых, да еще и на природе. А какой отдых без накрытых столов, музыки и песен? Марха Ахмадова, Мансур Саев, Зелим Закаев. Новости. 60 человек и 13 единиц специальной техники. Министерство природы и МЧС провели учения по тактике и стратегии при тушении лесных пожаров. Участие в них также приняли сотрудники МВД и добровольцы. За оперативной и слаженной работой наблюдала Зарина Хамтиева. Наблюдая за тем, как уверенно они тушат огонь, можно точно сказать, что лесничеству не страшен никакой пожар. В учениях принимают участие более 60 человек. Сотрудники Минприроды, МЧС, добровольцы и профессиональные пожарные. Все они работают как одна команда. К учению отнеслись не менее серьезно, чем к настоящему пожару. Кроме 13 спецмашин на территории лесного хозяйства дежурят и кареты скорой помощи. Они в экстренном режиме эвакуировали предполагаемых жертв пожара. При настоящем возгорании счет идет на секунды. Учения прошли успешно, грамотно. Своевременное проведение таких мер прошлые и позапрошлые годы показывает, что на территории Чеченской Республики предотвратили переход пожара на территорию лесного фонда. Подобные учения открывают начало каждого противопожарного сезона. Отрабатывая взаимодействие между подразделениями, власти надеются и в этом году свести количество возгораний к минимуму. Зарина Хамтиева, Зелим Закаев. Новости. «Подари книгу библиотеке». Акция под таким названием стартовала в Курчалоевском районе. Организатором выступило Министерство культуры Чечни совместно с Национальной библиотекой имени Абузара Айдамирова. Главная цель – это содействие в комплектовании книжного фонда. Напомню, это уже вторая акция по сбору книг, которые дарят жители республики. В прошлом году благодаря ей удалось собрать более 100 тысяч книг. Сколько собрали на этот раз, знает Хава Айдиева. Здесь те, кто любит читать, и даже эта лезгинка, похоже, тоже посвящена книге.
Писатели, общественные деятели, учителя и учащиеся – это книгоманы всех возрастов со всего района. Многие из них принесли по одной, по две, а то и по 10 книг, чтобы пополнить библиотечные фонды. Все это для района. книгу библиотеки. Военными кампаниями книжному фонду республики был нанесен немалый ущерб. И сегодня практически невозможно восстановить его без помощи жителей республики, говорят организаторы. Ведь фонд комплектовался более 100 лет. Республика сегодня в руках молодых. А сегодня молодым все дороги открыты. Для них сегодня строятся огромные объекты. Но для того, чтобы эти объекты работали, функционировали, и у нашей республики было хорошее, светлое будущее, безусловно, нам нужны интеллектуальные, очень грамотные молодые лидеры нужны. И эти молодые лидеры сегодня должны много читать. Сегодня любую информацию можно найти в электронном виде, но здесь говорят, стоит ли кому-то доказывать, что книгу ничто не заменит. Ведь только в ней есть своя неповторимая романтика. Ишь акции, что вы проводите, вы библиотечный фонд пополнять стирду. Берешь книги приучитин, ишь цар бог бичи, царь знаешь, оргиргерю, а он хезчула, а цаддеш рума. Хакверту дик халос памяти дюс, цундел харакции чо. Приключения, фантастика, детективы – практически любой жанр. Благодаря движению неравнодушных удалось собрать около 3000 книг. 300 из них от главы администрации района. Среди подаренных книг библиотеки много художественной и научной литературы. Здесь также можно найти научно-популярные издания. А чтобы книга действительно выглядела как подарок, то ее красочно оформили. Вот примерно так она выглядит. Свои книги принесли сегодня известные писатели и школьники. Фонд Центральной библиотеки Курчелоя – это более 70 тысяч книг. И эта акция стала большим подспорьем, говорят здесь. Книгу библиотеки акции قايش ريوني دعيولي رسون دوق دزودو قايزر سو كنيج هر акции باندوش سو يلوي قدا هور شرع اشت акции штаяр وي باخر خوش بيديان خردو алхиет. Собранную литературу распределяют по всему району. И такие акции пройдут по всей республике. Ведь их значение трудно переоценить. Итоги подведут в конце апреля. Организаторы уверены, что подаренные книги не останутся без своего читателя. Хава Адзива, Расул Арсухаев и Дани Хавхаров. Новости. Финансовую помощь от фонда имени Ахмата Кадырова получили еще 6 человек. Среди них есть как дети, так и взрослые. Теперь они смогут отправиться на иногороднее лечение. Фонд регулярно оказывает помощь больным и нуждающимся. А тех, кто получил надежду на выздоровление, Зура Саламова. 3 операции, 15 часов общего наркоза у Ашура Хазгириевой, врожденный порок сердца. Болезнь влияет на центральную нервную систему и задерживает развитие ребенка. Летом девочке исполняется 4 года, и лишь повторная операция позволит Ашуре отметить очередной день рождения. Плановые операции сердцем, по плану, да, я каждый раз царь, а хинти дестер дул делирктун, цугал дехкат пайшады, слабостью, санди наичвукды, нацаюш улиамш. 7-летний Рамзан Юнусов перенес 2 химиотерапии. Диагноз лейкоз ему поставили 3 года назад. После операции по пересадке костного мозга мальчику стало лучше, но болезнь не отступила. Сейчас необходимо повторное лечение. У него ангина была сначала. Мы обследовали его в больнице, сдали анализы. Мы думали, это аденоиды из аденоидов. Лечились месяц. Потом у него лимфоузлы вообще расширились, большие такие стали. И мы сдали анализ, биопсию. Не биопсию, нам сказали, надо биопсию сделать. Потом мы пункцию взяли. Нам сказали, что у него может быть лейкоз. За помощью в общественный региональный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова семья Юнусовых обратилась недавно. Ответа на их просьбу долго ждать не пришлось. Материальную помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова сегодня получили 6 человек. Все эти люди нуждаются в экстренном лечении. Уже завтра они смогут выехать в лучшие медучреждения страны и получить квалифицированную помощь. Зура Саламова, Халид Маусаев и Джамал Хаджалиев. Новости.
А Всероссийское общество инвалидов порадовало детей с синдромом Дауна. Для ребят устроили настоящий праздник. Разные игры, качели и вкусности. Вдоволь повеселиться они отправились в детский развлекательный городок. Продолжит Тоита Денизова. Давайте вместе скажем привет. Раз, два, три. Привет! Все дети нуждаются во внимании, но этим ребятам забота нужна больше, чем остальным. Организаторы подошли творчески к программе праздника для малышей с синдромом Дауна. Анимационное представление не оставило их равнодушными. Для Мадины это счастливый день. Сегодня перед ней выступала ее любимая сказочная героиня Мальвина. Радуются не только дети, но и родители. Нам повезло, что у нас есть реабилитационный центр. Нам повезло, что у нас есть такие места хорошие, которые благодаря нашему главе мы получили такую возможность. Во все времена отношение к людям с синдромом Дауна в обществе было неоднозначное. Организатор Рабу Аздаева считает, что такие встречи необходимы, ведь синдром Дауна – это не приговор. Таких мероприятий, конечно, мы проводим часто на различные праздники, но для детей с синдромом Дауна это символичный такой день. Этот день он празднуется в России с 2011 года, и он признан повысить информированность населения об этих людях. 21-й день 3-го месяца для праздника был выбран не случайно. Эти числа соответствуют цифрам набора хромосом у людей с синдромом Дауна. В нашей республике таких особенных ребят чуть больше 100, и для них такие развлекательные и образовательные мероприятия проводят часто. Хава Денизова, Денис Хавхаров. Новости. У чеченских кикбоксеров начался заключительный этап подготовки к чемпионату и первенству России. Уже 2 апреля Грозный готовится впервые провести соревнования такого масштаба по К1. Всего в нем участие примут около 400 бойцов со всей страны. Тренировать чеченских спортсменов приехал известный тренер Валентин Пушкарев. Продолжит наш корреспондент. Сейчас та же работа приблизительно, что и утром. Полчаса кросс, делаем школу бокса, делаем скоростно-силовую гимнастику и упражнения на статику. Вопроса нет. На стадиончик пошли. Валентин Пушкарев тренирует сборную России уже 20 лет. За все это время команда ни разу не проиграла чемпионаты Европы и мира. Статистика впечатляет. Именно поэтому на сборы приехали ребята из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Воронежа, Белгорода и Саратова. Приехал сюда, пригласили меня принять участие для подготовки к чемпионату России. Готовился по 2 раза в день, тренировались с утра пробежки. Отличная физическая форма, приехал только за победой, за 1-м местом. Капитан сбора Хасан Халиев. Всего 11 дней назад он выступал в Испании, а сегодня стремится получить путевку на чемпионат мира в Бразилии. Такую задачу ставит перед собой вся команда. Но для этого нужно отличиться на предстоящем чемпионате России. Форум таган первый тренировки после боя. Таган делает там заюли у нас первая тренировка. Аюлен зарядки это с обедом кросси, школа кикбоксинга юда, клуб Ахмат. Да, постараемся в лучшей форме подойти к чемпионату России. Да. Фраза «главное не победа, а участие» тут вызывают как минимум улыбку. Эти сборы для каждого спортсмена возможность выйти на новый уровень, а для тренера отобрать лучших, чтобы собрать команду страны. Приятно то, что эта земля родила уже замечательных спортсменов из кикбоксинга. Братья Пасхаевы, Хасан Халиев, Берсанукаев, Яков. Очень много людей, те, которые именно посвятили свою жизнь боевому виду. На зависть многим регионам отношение главы республики к этому виду спорта просто зашкаливает. Я бы сказал, что повезло моим бойцам здесь быть, тренироваться. Я уверен, что многие спортсмены из сборной Чеченской Республики войдут в сборную. Всего в соревнованиях примут участие около 400 бойцов из всех регионов страны. Чеченские спортсмены настроены к чемпионату с полной готовностью. На родные стены здесь никто не надеется. Только усиленные тренировки, большое желание и бойцовский опыт в арсенале у ахматовцев. Луиза Юнусова, Эмирам Бакаев, Расул Ашцухаев. Новости.
В Старых Атагах прошел турнир среди юношей по дзюдо. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов в 10 весовых категориях. В командном зачете первое место заняла команда Грозненского района. Второе и третье достались шалинцам. Всем победителям вручили медали, грамоты и кубки. Соревнования приурочили ко Дню Конституции Чеченской Республики. Это была последняя информация по этому часу. Всего доброго. До свидания.